ранним, мы отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Спасибо большое за подарок, он действительно бескрайний. Сегодня празднует День Республики самый большой субъект Российской Федерации – Якутия, она же Саха. По площади она больше, чем все страны Скандинавии вместе взятые. Якутия больше, чем Аргентина, и это при том, что Аргентина – 8-е по размерам государство в мире. И еще Якутия – регион с уникальными климатическими условиями. Нигде в мире нет таких перепадов температуры. В течение года разница может составлять 100 градусов. Зимой бывает до минус 60, а летом до плюс 40. Лето короткое, зато зима себя там чувствует настоящей хозяйкой территории. Именно поэтому в регионе сохраняется вечная мерзлота, которая простирается почти по всей территории Якутии. И именно поэтому строганина, свежезамороженная рыба или мясо – одно из главных блюд, визитная карточка якутской кухни. А кулинары и гурманы признают строганину из нельмы, муксуна, омуля, оленины или медвежатины одним из самых деликатесных блюд в мире. Кстати, о медвежатине. Примечательно, что перед ее употреблением якуты издают звук каркающего ворона. С помощью такой нехитрой манипуляции они обманывают медвежий дух, делают вид, что это не они едят его мясо, а вороны. А все потому, что медведь всегда был самым почитаемым зверем у якутов. Его когти используются и по сей день как обереги. Духи, шаманы, юрты, олени. О Якутии до сих пор думают стереотипно даже в Центральной России, не говоря об иностранцах. Чтобы развеять старые мифы, а может быть и подкинуть новые, в День Республики Якутия студию нашей программы посетит «Тайна, сотворенная водой». Так в переводе с якутского звучит творческий псевдоним гостя календаря, этнографа, хомусиста-виртуоза Алены Утай-Подлужной. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Сразу хочу спросить про наряд, это платье, да, это традиционный какой-то костюм? Это самый, что ни на есть традиционный якутский наряд. Он выполнен по эскизам Носова XIX века. Он Очень как-то красиво. называется? Есть какое-то название? Конечно, все детали, они имеют свое название. Платье халадай, традиционное платье, сон, пальто и шапка джабака. А из чего это все состоит? Расскажите нам. Как правило, выполняется все из натуральных материалов, из замши или из, ну, в наше время сейчас используют для пошива жаккард. Вот. И, конечно, натуральные меха, натуральные металлические или серебряные бляшки. То есть, Это ткани ткани все... серебряные. Бляшки вот эти выполнены из металла, а украшения все традиционные Это из серебра. Так. Это же очень тяжело, наверное. Сколько весит тяжело. Примерно ваш весь наряд? Весь мой наряд сейчас, который на мне, около 18 килограмм, но это не так много. Убранство якутской невесты в те времена доходило до 25 килограмм. Ничего То есть себе. Крепкие невеста были. поэтому передвигалась очень плавно. Тогда расскажите, ну вот этот наряд, для чего он предназначается, по каким поводам этот наряд надевают? Это праздничный наряд для праздника Исех. Исех – это национальный Новый год, который отмечается в день летнего солнцестояния. Как правило, это 21-22 июня. Это долгожданное событие для народа Саха. И, разумеется, в этот день женщины одевают все самое прекрасное, что есть в их гардеробе. И в данном случае это вот такой полный комплект якутской национальной одежды. А это единственный вариант якутской национальной Нет, есть одежды? очень много вариантов. Есть облегченные варианты. Есть для юных девушек хелетчик. Это жилетики с короткими холодаями. То есть холодая могут быть длинные в пол. У молодых юных девушек, у детей они могут быть короткие, выше колена. То есть очень много вариантов. И культура Саха именно в плане одежды, в плане дизайна одежды, она очень разнообразна, многолика. И не обязательно надевать шапку. Это может быть просто бастыга, вот серебряное изделие, обруч на голове. Или же это могут быть другие варианты более облегченных летних головных уборов. Алина, ну вы очень хорошо знаете якутскую культуру, но сами на якутку не похожи. Почему? Мои родители, они славяне, но так получилось, что С Украины, да, у вас? Да, с Украины. 40 лет назад мои родители приехали на север в советское время работать, как все. И уже я родилась в Якутии, родилась в Якутске. И мама говорит, ты таким образом привязала нас к северу, и уже навсегда они остались вот на севере. Но тем не менее, вам один шаман сказал, что у вас якутская душа. А что такое якутская душа? Это очень интересно получилось, и, как правило, когда меня спрашивают, кто я по национальности, я говорю, я багный. А багный – это на якутском языке означает сахаляр.
Сахаляр – это смешанная кровь. То есть либо папа, либо мама, кто-то русский, а кто-то саха. А баганый – это произошло от слова пашенный. То есть, когда русские пришли, они начали заниматься земледелием, пашенным делом. И вот баганый, пашенный – это вот смешанная кровь. Я говорю, что я баганый. Меня спрашивают, почему ты так говоришь? Я говорю, потому что тело у меня славянское, русская кровь, украинская, а душа у меня якутская. То есть я все равно смешанная, все равно я баганый. Мы вот до интервью рассказывали нашим зрителям, что у нас у всех какое-то очень стереотипное представление о Якутии сейчас. Ну и даже вот фаны у нас соответствующие, что снег, олени, юрты. Да, расскажите, на самом деле, какая она Якутия сейчас? Якутия сейчас, в данный момент, да, она еще по-прежнему заснежена, но уже не так сильно. И, разумеется, яранги у нас в городе не стоят. Если говорить о городе... Яранги, да, называется? Это яранга. Если говорить о самом городе, то, конечно, это очень развитый, индустриальный, красивый, современный город. Это будет про Якутск, да? Про Якутск, про столицу, да. Но если вы полетите на самолете или на вертолете часа 3 внутри республики, то вы встретите вот такие картины. И еще, возможно, придется добираться на буранах, на снегоходах, потому что, как правило, общественным транспортом вы туда не доберетесь. Ну, а насколько современные якуты чтят традиции предков? Очень чтятся традиции, ничего не забыто, все сохраняется, развивается, дополняется. И также таким же примером может служить мое творчество, что, беря за основу аутентичное, древнее, такое архаичное якутское творчество, вот, творческую культуру, я совмещаю с современными жанрами для того, чтобы дать новую жизнь древним вещам, чтобы для молодежи это тоже было актуально. Можете нам продемонстрировать, пожалуйста? Это музыка, правильно мы же понимаем? Творчество. Да, это музыка. Я сейчас продемонстрирую вам эклектичное такое некоторое собрание всего, потому что Якутия это не только саха, это еще и коренные народы севера, малочисленные, это ивены, юкагиры. И на данном панно представлена больше картина коренных малочисленных народов севера, таких как ивены, венки, юкагиры, чукчи. Якуты, они живут в других жилищах, но похожих.
Боже, как здорово. Ой, Никогда какая-то ничего подобного не фантастика, слышала. какая-то. Да. Потрясающе. У вас как будто вселился другой человек, а потом много разных животных. Это правда какая-то фантастика. Это все такая краткая зарисовочка, чтобы представить максимально все возможные элементы Да. из культуры северных народов и народов Саха. И, как правило, такая композиция называется «Благословение природы», и она должна была наполнить вас энергией. Да, Мне кажется, это такое. Да, прям до мурашек. Сколько вы этому учились? Я играю на варгане всю жизнь, с 7 лет. То есть я посвятила всю свою жизнь исполнению на древних национальных инструментах народов Саха. И я считаю, что, конечно, еще всю жизнь учиться можно и учиться. То есть нет предела совершенства. Потрясающе. А варганов их много разных видов. Мы видим, у вас 5 штук лежит. Да. Они все разные звуки издают, Они да? все разные, у них разная тональность. И есть такие варганы, которые успокаивают, они вводят в некое такое медитативное состояние для отдыха души. А есть вот такие, как я использовала сейчас, они бодрят, заряжают энергией, их тон повыше. Например, вот этот варган, он обладает в корне другим звучанием, вы можете услышать. Да. То есть он для создания таких музыкальных картин более мистического плана, наверное. А вот этот музыкальный инструмент, как называется? Бюнюль. Ну, я бы сказал, что это бубен, да? Да, но- бубен. Правильно, ничего страшного, если вы скажете бубен. И сделан он Он из чего? выполнен из кожи оленя. Мгм. Дюмюр, да. Это, конечно, очень чувствительный материал, потому что кожа оленя, она поддается малейшим воздействиям температурных и влаги. Но у вас в студии очень хороший, А, мы специально. прям Да. идеальный Мы сознавали. температурный режим. Да. Поэтому сегодня бубен звучит особенно звучно. Очень приятно сегодня было на нем исполнять для вас. А когда ближайшие концерты? Где вас можно услышать? Основная часть моих концертов проходит за рубежом, но также в Москве очень часто я стараюсь проводить концерты для земляков и для москвичей, для гостей столицы. Как правило, это площадка «Белые облака» на Покровке 4. Такое интересное очень место. У вас же сегодня, да, 27-го как раз Да, концерт? сегодня у меня будет концерт-мастер-класс, на То есть вы еще котором... будете учить людей? Обязательно. Вообще все мои концерты, они проходят в режиме интерактива. Я никогда не отделяюсь от публики. Я вовлекаю их в действие, мы вместе поем, танцуем. Танец осохой. Это танец, который танцуют все якуты издревле, испокон веков. Я учу их петь и также извлекать звуки природы с помощью своего голоса. Я пойду, а Это ты? дико интересно. Yes, Добро girls. пожаловать на Рюннергей. Вам спасибо огромное Спасибо за это большое. представление и за это интервью. Спасибо вам. И еще немного про